Действительно, ну просто так вызывающе требуют кадров, типа того, чуть ли не куда епархия смотрит. Когда я бываю уже в этих селах, я лично объезжаю, и по несколько раз в году бываю даже, и говорю, что... Братья и сестры, вам ведь никто сюда в такую глубинку священников не даст, если вы сами не пошлете хотя бы в Сыктывкарское духовное училище. На каждую деревню священника невозможно дать по финансовым проблемам, потому как и в городах у нас священники получают по 15 тысяч оклад, если сравним, вон даже военные музыканты и то по 50-60 тысяч рядовой получают в месяц, да? А священник, идеолог этого, скажем, села, он там будет получать, ну, как максимум, только 2-3 тысячи. И то, будет ли у него это выходить. Поэтому ставится священник на 2-3 села или более, чтобы как-то его содержать. Я с других епархий не беру. Беру только ребят молодых, чтобы их именно воспитать здесь. Потому что вообще-то у нас не являются студентами в полном смысле, а являются воспитанниками училища, воспитанниками академии. То есть мы, во-первых, воспитываем. Я низко поклонюсь, объективно сказать, всем священнослужителям Сыктывкарской Ворохтинской епархии, несмотря ни на что, вопреки всему, несущих огромный аскетический, умственный и прочий подвиг. В республике 160 священнослужителей, из них большой процент коми, более 60%. Нас это очень радует. Если бы у нас светская часть требовала внедрения коми-языка практически, для нас не составило бы никакой вообще проблемы, включая епископа, который прошел, скажем, несколько курсов коми-языка, а потом, значит, это все дело отмерло за отсутствием вообще вот практики среди коми духовенства. Вот сколько я вводил, что давайте в определенные дни служить на коми-язык. Служили. Сами коми постепенно отходят, опять же, на церковно-славянский язык. Потому что нету общего такого направления. Опять же, здесь мы новаторами не можем быть в этих вот, скажем, социально-гражданских вещах. Помня о том, что первое – дух, потом уже нравственность и соцслужение. Мы не можем идти впереди, так сказать, телеги. Да? Каждый хочет священника до конца жизни служить, но раньше мы не поднимали этот вопрос, а теперь уже в 75-летнем возрасте каждый священнослужитель обязан написать на епископа прошение вывода на покой за штат. Ну, а уже епископ смотрит, и позволяет ли здоровье, если позволяет, значит, его деятельность, то епископ просит продолжить деятельность священнослужителя. Впрочем, также и сами епископы пишут на Священный Синод прошение по 75-летнем возрасте отправки на покой. А то же самое Синод постановляет или просит, значит, продолжить работу такому-то епископу в своей епархии. Самый молодой, я считаю, это, ну, скажем, 22-23, вот в этом возрасте. Совершенно таких молодых, чтобы там 18 лет, у нас и нет. Вы знаете, последние вот рукоположения у меня были, это даже вот 50 лет, несколько человек, потом, значит, 25 лет, вот последний рукоположенный, скажем, отец Алексей Лагутин. Вот. Но это возраст допустимый. Вообще есть, так сказать, среднее положение, оно каноническое, но не догматически каноническое, конечно. Это не догмат. Потому как мы множество святых знаем, которые не в каноническом возрасте рукоположенном стали даже святыми. Исключительные случаи, когда этот средний уровень, которому прислушивается епископ должен, но он только прислушивается, как звонок для учителя, да? На 2-3 минуты может учитель домашнее задание там продержать. Так и здесь. Канон есть, епископ всегда может указать, что вот каноническому возрасту вы не подлежите, вот, пожалуйста, побудьте еще там мирянином или там диаконом, потом в священнике. Но есть исключительные случаи, они себя, между прочим, оправдывают. Как бы кто ни говорил, но вот мы все практически сами епископы и неканонически возрастом рукоположены, понимаете, и в диакона, и в священники, и в епископы. А в результате вышли прекрасные патриархи,
подвижники, как Кирилл, патриарх, и Алексей II и так далее. Одно время было запрещено баллотироваться в государственный орган, хотя началось в перестроечное время именно с этого, что и сам патриарх Алексей II, и что многие священники стали депутатами, да, во всех, скажем, ступенях государственной власти выбирались. Ну, а потом мы увидели некоторые негативные последствия, что у нас так и так мало, а мы еще уходим вон куда. То есть было запрещено. Теперь, когда стал протестантский мир и прочие, значит, деноминации входить, все-таки, что мы видим тогда, что вот какой перекос. Мы этому не радуемся, что мы снова ввели эту возможность, но мы ее сделали все-таки запасным вариантом, что в принципе в каком-то регионе, что действительно есть перевес, что за православных слово замолвить уж там некому, если сам священник не пойдет, то это может быть в принципе как допустимое, но не как норма. И я лично в своей аудитории здесь не сторонник ее как-то внедрять, потому что у нас прекрасные есть верующие люди во всех сферах. Вот у нас, скажем, медицинское православное общество, православных врачей, православных педагогов, православная молодежь Республики Коми и так далее. Православные. Вот и пусть они, входя в государственные органы, скажем, становятся депутатами и так далее, пусть они проводят вот этот интерес и своей, так сказать, веры дедов и отцов. Ну, пожалуйста, я думаю, что у нас вот таким благополучным способом, а это уже не совсем благополучный метод. Это организованная травля церкви. Откуда у нас столько вдруг активных, убежденных язычников появилось? Мы же прекрасно знаем, мы же не с Луны же свалились в наши учебные заведения. Но нигде не было. Я учила в школе, о язычестве речи никакой не было. Сейчас смотрим, идет травля от язычников, и они начинают доказывать, показывать какие-то несусветные примеры исторические, прилаживать к доказательству своих дел. А в общем-то и доказательство нулевое. Но я удивляюсь этой рьяности. Тролли, они же были и всегда. А кто эти были тролли? Христа же знадался на кресте. Согласованная была группировка и римских руководителей, и первосвященников, и книжников, и фарисеев. Это же как бы не было ни одного человека, кто бы туда еще пинок свой не дал, кто бы слово свое туда гадкое, хотя убеждение-то другой раз ноль было по отношению к Христа. А ведь те же самые тролли сейчас мы слышим на священнослужителей, как на Христа. Вот, а это он кто? Так это же, говорит, изверг, это же разбойник на Христа. На нас то же самое. Так это же он кто? Развратник, друг развратников и блудников. Вы что, не знаете? Мы что адресы назовем? Вот Мария Магдалина, вот дом мытаря. Так это же он друг разбойников и воров, и уничтожитель счастья людей, да? Уничтожитель социального благополучия. Он, пожалуйста, целое стадо свиней уничтожил, в бесов каких-то туда вогнал. И так далее, тому подобное. А это просто хулиган, межрелигиозную рознь развел здесь. Мечтать, как говорится, не вредно, и многие и мечтают, да. Это заложено в организме человека. И поесть получше, и одеться, а потом вдруг раз, и понимаешь, а что это у меня там, чуть ли не заворот кишечника, а что это у меня, значит, диатез пошел от этого сладенького или от этого соленого, а что это у меня такое нарушение. Так мечтать не вредно, но потом человек понимает, что и есть, оказывается, надо ограниченно, и одеваться, оказывается, это не совсем правильно, я делаю, что так одеваюсь, вот, и прочее, прочее. Но ты ж посмотри, что ты не тянешь на эту должность, да? Во-первых, должен пройти, честно пройдя курс семинарии академии. Во-вторых, если возможность есть, защититься. Но можно без защиты быть епископом, да, потому что достаточное образование, семинарии, академия. Но все-таки это должно быть включено здравомыслие. Почему? Вот на это благородное желание, скажем, быть епископом, оно, то параллельно возьмем другой пример, что
добродетель ярости прекрасная и хорошая, когда она касается дела спасения своей семьи, защиты Родины. А если эту добродетель ярости ты используешь для того, чтобы надмеваться и гневаться и обижать ближних, то эта добродетель уже искажена. Так что до определенного момента стать епископом является добродетелью, иначе же мы и епископом не будем иметь, если не будет желания. Надо иметь желание искреннее. Если такие люди, и этому желанию есть действительно и ум, и физические данные, потому что не может быть уродливый представлять священнослужителя, это есть каноны на этого. Я должен сказать, что у нас очень большой процент действительно священнослужителей, которые очень красиво выглядят. Я себя исключаю от этого, но, в общем-то, такая вот радость есть, когда Господь выбирает на служение прекрасных апостолов, иконы, но они же ведь отражали действительность. Я рад был бы, если бы все до мельчайших каких-то проблем на приходах были бы направлены ко мне. Другое дело, что не все вопросы решаются как хочется человеку. У меня другое видение. Ведь спорят две группы людей. Два священника. Я смотрю, что они примерно одинакового поведения. Но эти люди, не понимая того, что мало людей поссорились, потом помирятся. А эти люди, они принимают облик таких людей невежественных, хотя они, может быть, самого высокого образования, спорят между собой, оскорбляют, угрожают жизни. И все православие, куда у этих людей уходит. И поэтому сразу не объяснишь. Епископ должен выдержку сделать. Не объяснишь им, пока они не дадут волю своему гневу. Да? Они наглаголились, они уже оскорбили друг друга. И потом я выхожу, так сказать, на открытую. И говорю, что и тот священник, скажем, не очень любим, но любим мною. И тот, и другой священник остаются настоятелями на своих местах. И тот, и другой священник наказан мною не будет. А для чего вы ссоритесь? У вас что, никакой цели нету? Вы же цель преследуете, чтобы противоположного вам священника, при споре, чтобы сняли, наказали и так далее. А если я сейчас объявляю, что я ничего этого делать не буду, какой вам толк между собой сейчас состязаться? Но я это сделал, когда какая-то выдержка уже произошла. В других случаях выдержку такую делать не нужно, экстренные бывают меры. Но другой раз благодать убийственна. Я преподал благодать. Бог через меня это, конечно, сделал. И люди все помирились, все помолились, извинились. Но преждевременно я бы так сказал, меня бы просто не поняли. У нас получается самая молодежная епархия. Это даже не моя личная заслуга, хотя мы подаем огромную работу именно молодежному движению и работу с молодежью. Но здесь такой народ у нас, что молодым людям свойственно узнавать о духовности. Сейчас новая волна пошла в церковь. Она была первая волна, скажем, в 90-х годах, что нельзя же было категорически. Мешало это дело карьере, так сказать, открытое исповедование православия. А сейчас снова новая волна. Чем она вызвана, удивительно сказать. Но по-моему, даже очередной такой провокацией на это явились как раз нападения на церковь. Люди же видели, что массовые стояния были у храма Христа Спасителя, объявлены святейшим патриархом Кириллом. И там эти молитвенные стояния, молитвы читались, какая-то такая озабоченность. Да? И через некоторое время люди созрели для того, чтобы сейчас волною прямо. Было такое положение во многих храмах, в этом году, когда я объезжал, что приехал я в вечернее служение служить, полный храм. Я говорю, а как это так? На вечернем служении всегда меньше людей, чем на литургии утром. А здесь полный храм, прямо как на литургийном утреннем служении.
второй храм, третий. Да что это такое? И я пришел к выводу, что сейчас новая волна. Надо удержать. Потому что мы же уже опыт имеем, как в 90-х годах люди пришли волной и волной отошли снова. То есть их сейчас надо, этих людей, накормить духовно. Надо их завлечь, что они не просто там захожане, зашли, посмотрели и ушли, чтобы они в этой церковной жизни стали полноценными членами. Но не должен священник все-таки выходить за средний уровень жителя, скажем, прихожанина любого. Да. Не должен. Но мы же служим, во-первых, Богу. Ну как ты можешь быть равнодушным, что вообще человек голодный там, да? И поэтому какие-то накопления есть, конечно, у церкви. Слава Богу, что они есть. Как говорит Иоанн Златоуст, пусть заржавеет эта копейка у тебя в руке, прежде чем ты отдашь. Ты ее отдашь, но отдай тому и в то время, когда это самое будет нужно. Почему до революции Ульянов монастырь, он делал запас, а в зимний период, когда не хватало у рядовых прихожан капусты, он эту капусту раздавал неимущим. Понимаете? Поэтому, с другой стороны, ничего плохого такого нету в материально-финансовом накоплении церкви. Но мы всегда напоминаем, и государство об этом заботится, чтобы священники не переходили за этот планок. Скажем, как святейший патриарх. Ни своего ничего нету. Ничего. И даже подрястик, одежда, это все умирает, остается для храма. Где-то может использоваться, где-то в музее. Ничего своего не должно быть. Это каждый священнослужитель, монашествующий, должен знать, что монахов тут грешно, в общем, по большей части обсуждать в этом плане. Женатый священник, но, пожалуйста, держись этой золотой середине, середняком. Я очень рад, что у главы нашей страны есть архимандрит Тихон. И действительно, этому процессу не нужно мешать. И не нужно в эту сферу, вы сказали, что не называя имен, действительно, в эту сферу, как глубоко индивидуальную, некрасиво брать и поднимать, так сказать, подол матери. Это сравнимо с этим только. Это очень глубоко внутреннее дело. Если мы туда будем лезть, мы даже будем мешать этому процессу, мешать вообще государству русскому. Многие наши начальствующие, интеллигенция, имеют индивидуальных духовников. Такие у нас есть духовники, скажем, такого возраста, в основном 50-летнего, потому что у нас так не совсем уже молодая епархия, как мы начинали, у нас 25 средний возраст был, сейчас это уже 40-50 лет, и из них сейчас получились хорошие духовники. Но мы сейчас еще дальше идем. Удастся эксперимент, не удастся, не знаем. Но хотим, чтобы у нас один из игуменов, достигший 60-летнего возраста, возродил, что было при Феогносте Яцкевиче, то есть духовничество. Он принимает схиму и проживает на видном духовном месте. В монастыре это удобнее делать. Проживая в женском монастыре, где по моему указу предоставляется жилье, питание, обмундирование, проездные для духовника, а то и оклад, он принимает не только монахинь, но и паломников-мирян. Эта ювенальная юстиция, о которой мы говорим, она же по существу уже существует. Она по существу приветствуется теми же органами опеки. Она уже, так сказать, и в сознании масс. Все-таки надо здраво смотреть в лицо грядущему, что ювенальная юстиция, она не будет называться ювенальной юстицией у нас, по большей части в нашей стране она будет введена. Другое, что христианин должен, несмотря ни на что, не попускать свои христианские истины. Говорят, что закон такой. С одной стороны, христианин законопослушный гражданин, да?
Ну вот посмотрите, первые христиане, они же были и считались самые законопослушные граждане. Но по определенным вопросам они шли против мнения самого императора. И шли на смерть. Не называть, так сказать, родителей, там, скажем, родитель номер 1, номер 2, там, все-таки проповедовать все равно детям, что мамой, папой называть. Пусть тогда и на смерть ведут. А зачем тебе тогда семья такая? Что ты там будешь? Эй, объект номер 1, номер 2, подойди ко мне, или дай разрешите, или то покажите, или там накормите меня. Ну что это такое? Христианин никогда не пойдет на разрушение в корне своей человечности, на расчеловечение. Не пойдет он на это. Будут жертвы, и я думаю, что в дальнейшем может такая быть ситуация, когда эти законы назад будут отозваны. То есть снова возвратимся к цельной продукции, а не к суррогату. Бывают священнослужители, которые совершают подвиг в течение всей практики. Вот такой пример есть в Зимстане, где с Воркуты приехал священник, и вот он, значит, самый большой надумал деревянный храм в республике делать. Ну, 22 метра в ширину. Это же вообще шедевр деревянного зодчества и архитектуры, и всего на свете. И он своими руками. Рядом же, там, в Усколомском районе, два брата, значит, Паршуковые, решили построить в родной деревне храм. А денег нету, значит, надо было освоить, как это срубить на корню, как это сделать, распилить доски, потому что даже на то, чтобы распилить, денег нету. Все сами. К этому, видя подвигу, другие сельчане. И они построили храм. Я, видя такое дело, говорю: ребят, ну давайте становитесь тогда и священниками. Вот один стал священником с ним, второй стал благочинным по второй части Усколомского района. Теперь, что касается временного подвига. Вот ведут подвиг постоянно вот эти священники, и еще ряд других. А если священники временно вынуждены были нести подвиг, вот молодой священник, вот особенно молодые, они вот страшным делом все перетерпевают часто. Вот молодая семья, молодые священники, вот им по 23 года. Они посланы, скажем, были в село Кажем. В нашей республике Коми есть старинный храм. Его не ремонтировать ни за что, ничто. И там было всего $2 оборот месячный. $2. На $2 можно ли прожить в семье? Не говоря, что там дожидаться, что дети там рождают. Полгода. Вот и отец Яков Язев с супругой своей жили полгода на $2. А как это? Они вынуждены попросить были старушку бесплатно старый там покошенный сруб дом, значит, эксплуатировать. Они вынуждены просить эту старушку, чтобы ее козу доить и поиться этим молоком. А уже у них не хватало на хлеб. Вот, хлеб уже там как получится. Я говорю: ну что ж вы так живете? Ну давайте я тогда вас переведу уже в город. Ну это что же издевательство? Почему вы молчали? Так что одни этот подвиг совершать могут, другие нет. Но те, которые не могут, их нельзя осуждать за это, да? А Сергий Филиппов — это вообще шедевр, так сказать, совершенства. Просто даже как человек, просто даже как спортсмен, учитель физкультуры, да? Просто как мужчина, как отец, как муж, ведет за собой кадетов, лично показывает, как эти упражнения все делаются, казацкие, там, я не знаю, какие здесь. Теперь в семье, бесконечно можно говорить о семье, что вот 8 детей, что вот эти дети, это же 8 семей, они любят отца. Они соревнуются, кто больше любит отца. Стоит девочка сзади, прекрасным сопраном поет. И там плечо положила ей радостно это, потому что есть еще 7, кроме нее. Да? А ей радостно, что вот она сейчас это может к папе дотронуться. Тут же потому очередь к папе это идет. Супруга его, она вот каждым своим движением, жестом показывает, что папа у нас главный. Папа у нас, любите папу, да? Отцу Сергию можно выпить и сказать, что все будет хорошо. Потому что выпил чуть-чуть, вот он-то норму знает. И будет он вот сразу в люльку, так сказать, и в постельку, и спит.
То есть ангел во всем совершенный человек. Вот я пронаблюдал эту семью, во всем совершенные люди. Когда я вступил в сети, в этих социальных сетях увидел очень много негатива. Я был просто в шоке, что священники, которые там уже есть, они блокируют свои странички. Вот есть в сетях священнослужитель, но он заблокирован. И мне стало обидно. Думаю, значит, меня такая участь ждет. Значит, где-то меня будет кто-то тут оскорблять. Значит, я буду в отчаянии. Я, может быть, уменьшу круг с тех, с кем я переписываюсь. Ну, ограничусь там 20-кой там, или сотней людей. Ну, потом пример нашего известного в Русской Православной Церкви отца Максима Козлова, который прямо написал: «Ухожу с сетей, что много лет был, и что это, так сказать, яма, в которую, значит, ты бездарно, так сказать, бесполезно вот, сбрасывал и знания, и время, так сказать». Я так не считаю. У меня совершенно же ведь другая задача, чем тех, кто находится, многих даже православных, в этих сетях. Но у меня нету совершенно желания вот, вступать в группы какие-то. Практически я в группы ни в какие не вступаю. У меня только одна цель – правильных богословских ответов, за которые я ручаюсь, потому что все же такие систематические духовные знания у меня есть в семинарии, академии за плечами. И только для этого я нахожусь, чтобы ответить на духовные вопросы. И когда человек просто начинает писать мне: «А что вы там делаете? А вам там не скучно ли?» Или там на «ты» пишет, или «А что это такое махать кадилом?» Я в другой раз вот допекают, конечно, ответить, что вообще-то вы некорректно задаете вопросы, что совершать кождение – это одно, задать вопрос, как совершать кождение, другое, что как вы там машете кадилом, что это обозначает. Вот. Иногда, как вот по человеческой слабости отвечаю на такие вопросы, хотя некорректно, это значит, я и не отвечаю сразу. Вот. Исключаю из друзей, если я вижу некультурное общение, некорректное, исключаю. Я не обижаюсь, единственное, когда меня там Петеримом называют. Я понимаю, что человек светский, и сам про себя я и не желаю, так сказать, человека просветить, что вы называете меня там владыкой, ты меня называете, а вдруг он и неверующий, что какой я для него там владыка, правильно? Данный гражданин должен прежде всего иметь в виду, что есть общественный порядок, и большинство людей не разделяет взгляды евангельских христиан. И в особенности мы знаем о проигранном федеральном суде этой как раз деноминации. Беспокоит действительно граждан, что эти концерты имеют пропагандистский религиозный характер, но какого рода, когда эти сцены, где пародируется Христос, в учении других деноминаций совершенно неприемлемы. Православные просто приходят и жалуются на кощунство, кощунственное изображение Христа, кощунственные проповеди, примитивные проповеди, которые действительно не соответствуют элементарным правилам поведения. К сожалению, в таких как раз действиях Виктор, значит, себя проявляет. И, конечно, антихристианская совершенно вот эта голодовка, что, в общем-то, является действием, направленным на самоуничтожение, на суицид. Я думаю, в наши дни, когда предостаточно суицида, надо, наоборот, проводить какие-то акции государственного характера, направленные против суицида. Я думаю, что рекламировать суицид совершенно не христианское поведение.